Китай ужесточил политику в отношении уйгуров. В Восточном Туркестане начались аресты тех, у кого имеются записи или отрывки телесериала «Великолепный век». Задержанные уйгуры содержатся в так называемых учебных лагерях. Одним из задержанных является владелец магазина в городе Кульджа Субхи Мевлян. Его семье не предоставили никакой информации даже по прошествии 8 месяцев. В результате расследования выяснилось, что китайские власти задержали около 60 человек, которые так же, как и Субхи Мевлян, смотрели данный сериал или хранили видеозаписи. Кроме этого, подтвердилась информация о задержании тех, кто побывал в Турции, и тех, чьи дети учатся в турецких образовательных учреждениях. Несмотря на то, что родные Субхи Мевляна предполагают, что его приговорили к тюремному заключению, они боятся запросить информацию о его сроке. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган созвал Высший консультативный совет для обсуждения важных вопросов в области образования и культуры, а также региональных событий. Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахретдин Алтун сделал следующее заявление. В ходе встречи были озвучены идеи, отражающие нацеленность Турции на инновации во всех сферах, отказавшись от подорожания и черпая вдохновение из многовековой традиции. Также было отмечено, что сирийский вопрос, кризис в Ливии, война в Йемене, обстановка в Нагорном Карабахе и Восточном Туркестане не могут быть рассмотрены в отдельности от вопросов глобальной расстановки сил. Участники собрания отметили, что Турция не собирается молчать о несправедливости, где бы она ни произошла. Чиновники заверили, что Анкара продолжит предпринимать эффективные шаги по защите уйгуров, так же, как она делает все возможное для защиты прав родственных народов в Сирии, Ливии, Кипре и Нагорном Карабахе. Консультативный совет заверил, что по вопросам внешней политики Турция и впредь будет соблюдать принцип сдержанности, объективности и искренних усилий по разрешению проблем. Китай осудил решение США о продаже Тайваню беспилотных летательных аппаратов на сумму $600 миллионов. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на пресс-конференции в Пекине. Представитель ведомства отметил, что подобное решение США является прямым вмешательством во внутренние дела Китая и подрывает суверенитет и безопасность страны. Вэньбинь заявил, что Пекин даст соответствующий и необходимый ответ на действия США. Для сохранения отношений США-Китай и безопасности в Тайваньском проливе Вашингтон должен прекратить поставки оружия Тайваню, сказал Вэньбинь. Ранее Госдепартамент США объявил, что одобрил поставки Тайваню 4 беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих на сумму $600 миллионов. После первой ночи подсчета голосований явный лидер на выборах президента США не определен. Ни одному из кандидатов еще не удалось набрать 270 голосов, необходимых для того, чтобы возглавить Белый дом. Как сообщается, на текущий момент Дональд Трамп набирает 213 голосов, а Джо Байден – 238. Известно, что Трамп возразил против подсчета голосов в некоторых штатах. Согласно неофициальным результатам, опубликованным агентством Associated Press, Трамп на данный момент набирает 48,1% голосов по всей стране, в то время как Байден опережает его с 50,2%. Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что запросит пересчет голосов в штате Джорджия в связи с сообщениями о нарушениях в нескольких округах. Администрация социальной сети Twitter с центром в США 4 ноября заблокировала аккаунт министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Детальная информация о причинах данного шага в американской компании не привели. Ограничившись сообщением «аккаунт закрыт», Twitter закрывает учетные записи, не отвечающие правилам. Спустя некоторое время аккаунт азербайджанского министра был разблокирован. По мнению экспертов, действия администрации американской соцсети могли быть вызваны публикациями азербайджанского министра в связи с ситуацией в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, военные силы Азербайджана освободили более 200 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.